Добрый день, это новости спорта. В студии Сарглана Захарова. На международном турнире Ион Корняну и Владислав Шимон 2019 в Бухаресте представитель якутской школы борьбы одержал победу в категории до 61 килограмма. В финале Николай Охлопков встретился с представителем Украины Владимиром Буруковым. Схватку соперником спортсмен выиграл со счетом 3-0. А в предварительных схватках якутский легионер нанес поражение Владимиру Бурукову со счетом 10-0. Во втором круге одолел Игоря Чичой со счетом 14-3. В полуфинале Охлопков чисто технически поборол Стефана Иванова из Болгарии. Николай Охлопков с 14 по 22 сентября примет участие на чемпионате мира по вольной борьбе, который впервые состоится в Казахстане. Лучшие бойцы чемпионата мира в олимпийских категориях получат путевки на летние игры в Токио 2020 года. Вольникам еще только предстоит побороться за путевки на Олимпиаду, а вот российские волейболистки уже готовятся к играм. Сборная России завоевала лицензию на Олимпиаду 2020. В решающем матче отборочного турнира, который прошел в Калининграде, россиянки одержали верх над командой Южной Кореи. Матч завершился со счетом 3-2. Победа далась нелегко. По ходу третьего сета россиянки уступали с отрывом в 5 очков. Россиянки заняли первое место с 8 очками, одержав победы во всех 3 матчах и завоевав путевку на Олимпиаду в Токио. Второе место заняли волейболистки Южной Кореи, набравшие 7 очков. Третьими стали канадки, четвертыми – мексиканки. Всего за путевки на игры борются 24 сборные. Они разделены на группы. Победители в каждой из них получат возможность представить свою страну на Олимпиаде. Уже сегодня «Спартак» узнает возможного соперника по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. Союз европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне проведет жеребьевку раунда плей-офф квалификации Еврокубков. «Спартак», если преодолеет третий квалификационный раунд Лиги, узнает, с кем встретиться в плей-офф. Российской команде предстоит сойтись на поле в отборочном раунде со швейцарским Туном. Первый матч пройдет в Швейцарии 8 августа. Ответная встреча состоится в Москве 15 августа. Российский клуб в квалификации Лиги Европы идет по пути представителей лиг. При жеребьевке он попадает в число несеянных команд. Еще 10 пар в Лиге Европы идут по пути чемпионов на стадии раунда плей-офф. К ним присоединятся 6 проигравших команд в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Якутянин Сергей Наговицын стал чемпионом России по вольной борьбе. Чемпионат среди мастеров, посвященный 75-летию чемпиона мира Валика Маргаряна, прошел в городе Дзержинский Московской области, передает «Спорт Якутии». Как сообщил сам спортсмен, доволен результатом борьбы, так как в своей категории одержал чистые победы. Теперь его ждет подготовка к международному чемпионату по вольной борьбе среди ветеранов, который пройдет в октябре в Тбилиси. В Якутске прошел региональный этап фестиваля детского дворового футбола. Среди мальчиков и девочек участвуют 8 команд из города Якутска, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского и Чурапчинского районов. Победитель турнира поедет защищать честь республики в Санкт-Петербург, где в конце августа пройдет финальный этап. Организаторы мероприятия отмечают, что после проведения в нашей стране чемпионата мира по футболу резко возросла популярность этой игры. Согласно положению фестиваля, к соревнованиям допускаются именно дворовые команды, а не воспитанники спортивных клубов. Фестиваль проводится для развития детей, которые не посещают кружки и спортивные секции. Каждый год будем проводить. Это будет традиционно, не только в этом году, а традиционно будем проводить дворовой футбол по регионам. Это все-таки первый год, поэтому многие районы не смогли переехать в финал. Но я надеюсь, что в следующем году районы будут учитывать и переезжать именно в финал республики. Впервые в Якутии на базе летнего лагеря Кескель открылась смена по киберспорту. Сейчас это наиболее востребованное и популярное направление у молодежи. И поэтому Министерство образования республики планирует и дальше развивать киберспорт на других площадках и районах. Детям в лагере будут даны мастер-классы по различным играм и компетенциям, которые в дальнейшем им будут полезны. Выбраны 3 игры, в том числе и популярная игра CSGO и хардкорная игра успешной якутской компании Майтона. Это были новости спорта. Всего доброго.